умеешь слушать, найдешь ты душу. Это кто сказал? Сказка дверь свою открыла, завертела, закрутила. Что же будет впереди и куда должны прийти? На пороге приключений ждут их все. Без исключений герои спешат узнать ответ. Вернется к жемчужинам свет или нет? С давних-давних времен люди рассказывают сказки. Про волшебные приключения и опасные путешествия, про загадочные леса и подводные королевства, про злых волшебников и добрых фей. С каждым поколением сказок становилось все больше и больше. Так, через много-много лет люди создали сказочный мир. Веками и люди, и сказки жили в дружбе и согласии, но однажды все изменилось. Люди забыли, что значит быть честными и добрыми, и благородными. И в их мир пришли ложь и страдания, раздоры и войны. Человечество было обречено на скорую гибель. Тогда волшебный мир призвал всех своих жителей. Чудесные существа были благодарны людям за свою страну и долго думали, как спасти своих создателей. Были изготовлены 7 артефактов, 7 волшебных жемчужин. В каждую жемчужину заключили одно из важнейших качеств, утраченных человечеством. Благодаря своему волшебству 7 жемчужин спасли человечество, но их сила не вечна. Сказочный свет меркнет, и миру людей снова грозит опасность. С тех пор каждые 365 лет на Земле открывается тайная комната, портал между мирами. Но лишь избранные, мудрая дева и храбрый воин могут попасть в сказочный мир и вновь наполнить жемчужины волшебным светом. Началось! Время пришло! Время пришло! Пора зарядить жемчужины! Дети открыли комнату. Я кое-что принес, на всякий случай. Куда это мы попали? Может, это и есть первая сказка? И здесь нам нужно вернуть силу первой жемчужине. А как ее вернуть, эту силу? Смотри внимательно. Может, где-нибудь найдутся подсказки? Подсказки, подсказки. А где их найти? Странное местечко, да? Тебе не напоминает все это музыкальные инструменты? А еще кажется, будто этот лес запутался. Ага, в паутине какой-то. Или в собственных струнах. Точно. Вот почему здесь так тихо. Сейчас мы это исправим. Ну-ка, что тут у нас? Постой, Ром. Я думаю, тут лучше ничего не трогать. Фу! В музыкальный лес попали, что ли? Скорее отправляй меня к ним! Сейчас, все будет. Си, ре, соль, фа, ми, ре, до. Это зелье или не то? До, ре, ми, фа, соль, а, си. В сказку нас перенеси. Что
Что ж так долго-то? Ты что, забыл, как в прошлый раз с шаманом получилось? Я же сказала, ничего не трогать. Для чего тогда здесь столько музыкальных инструментов? И все молчат. Может, с тем, кто на них играл, что-то случилось? О, труба. Ну, разок-то потрубить можно. Я ничего не вижу! Уберите это! Уберите! Она у меня в волосах! Ром! Зулейха, осторожнее! Кыш! Кыш! Жемчужина! Стой! Куда полетела? А ну верни нашу жемчужину! Зулейха! Жемчужину украли! Очки! Мои очки! Уф, целые. Побежали скорее! Ее надо догнать! Странная сова в шапке. Кажется, я ее уже где-то видела. Роман, это же домовой! Ага! А зачем он тогда украл у нас жемчужину? Смотри, по-моему, он хочет нам что-то сказать. А где жемчужина? Зулейха, ты ее видишь? Вон она! Я нашла ее! Молодец, Зулейха! Что там за шум? Рома, будь осторожен! Ничего себе! Надо его освободить. Что это? Не бойся, я рядом. Кто вы такие? Что вы делаете в нашем лесу? А, хулиганы! А ты сам кто такой? Это ты запутал лес? Ничего я не путал. Я делаю струны. Лес-то музыкальный. Хотел помочь хозяину леса, крылатому тулпару. Но когда я помогаю, все путается. Ну вот, видите, теперь лес молчит. Я один не могу распутать тулпара. Не расстраивайся. Мы постараемся тебе помочь. А давай сошьем из твоей паутины занавес. Сделаем сцену и устроим настоящий концерт. У вас же музыкальный лес. Раз паутинка, Два паутинка. и воцарилась вокруг красота. Сцена возникла, а рядом кулисы. В орнамент тюльпана сплелись неспроста. Тюльпан символично цветет. Орнамент татарский идет в переплет. Тюльпан символично цветет. Орнамент татарский идет в переплет. Как красиво! У нас получилось! Ура! Ура, получилось! «Премного благодарен. И ты, паучок, молодец. Но со струнами больше так не усердствуй. Как величать наших спасителей? Меня зовут Зулейха, а это Роман. Очень приятно, Тулпар, покровитель поэтов и музыкантов. А почему конь-покровитель? Тулпар не поддается дрессировке. Я не осел, что ходит за морковкой. На зов не каждого я отзовусь, и потому любимец зовусь. У каждого свое умение есть, но у талантов вовсе их не честь. Куплеты или стихотворение, неважно, было бы вдохновение. Духовность обрести желая, мне золотые горы обещают. Не в золоте найдешь ответ, его в нем не было и нет. Запомни, что всего важней сокровища души твоей, и засияет яркий свет, и вы узнаете ответ. Рома, смотри, жемчужина засветилась. Так вы наследники жемчужин.
Вы исполнили предначертанное. А теперь разгадайте загадку и вернетесь обратно. Так, загадка. Как там было? Умеешь слушать, найдешь ты душу. Я поняла. Душа — это же музыка. Значит, наша жемчужина — это душевность. Вот значит, как она работает. Сказку вы смогли спасти и загадку разгадали. Музыку в душе своей очень быстро отыскали. Ну и сказочка. То лес музыкальный, то конь крылатый. Да еще и дымовой в сову превратился. Это же сказка. В ней все что угодно может случиться. Удачи! Тьфу. Это не так-то и просто по сказке летать. А что там было-то? Рассказывай. Представляешь, я из трубы жемчужину в лапы и полетел. Орел. Это что же получается, Зулейха? Теперь мы с тобой спасители мира? Но ты представляешь, какая это ответственность? Да не переживай. Все будет в порядке, ты же со мной. Вторая жемчужина, вторая сказка. Где звенит веселый праздник, без оглядки и боязни силу в сказке отыщите. Как найдете, приходите. Ого! Такое чувство, будто мы в стране великанов. Или лилипутов. Ха, букашки. Они что-то празднуют. Это же Сабантуй, национальный татарский праздник. Так отмечают окончание полевых работ. Нас встречает Сабантуй, пой песни и танцуй. Прям как у людей. Праздник древний и большой, танцуй и с нами пой. Здорово. Пошли вон туда, в тенек. Оттуда лучше видно. Ром, ты слышишь? Там, кажется, кто-то плачет. Почему вы плачете? Кто вас обидел? Мы весь год работали, собирали мед, готовили подарок на Сабантуй, а злой шершень все отнял. Он такой большой и страшный. С чем нам теперь идти на Сабантуй? Чем угостить? Обидно, стыдно. Можно я в этот раз домовым останусь и разговаривать буду по-человечески? Увы, нельзя. Это же волшебство. Только в сказку попадаешь, новый облик обретаешь. Значит, вы мед собирали? А шершень все отнял? Где этот шершень? Я ему сейчас покажу, как маленьких обижать. Правильно, Ромка. Давайте обдумаем план, как вернуть мед и наказать шершня. Я знаю, где взять смолу. Да тихо ты! Есть у нас такое дерево. Что они там задумали? Какую еще смолу? Быстрее мешай! Быстрее мешай! А ты мне не мешай. Свет немножко мрачноват, но прекрасен аромат. Пей до дна сей эликсир, попадешь в волшебный мир. Волшебством пахнет. Ради вас, мои хорошие. Ну и
жарища. Жалко, что вы не умеете летать. Ничего, ничего. Никогда нам не добраться до этого дерева. О, Роман, смотри! Это он, домовой! Спасайтесь, заклюет! Птица! Точно! Это же наш домовой! Не бойтесь, это свои, вылезайте! Он прилетел нам помочь. Теперь мы до дерева быстрее доберемся. Вот это дерево. И у него самая липкая смола. За мной. Давайте перенесем наш улей к дереву. И раз, и раз, и раз. Прилетели. Домовой, нам нужна смола из этого дерева. У нас все готово. Крепите улей. И раз! Пора готовиться к встрече дорогого гостя. Здесь будет ловушка. Проверим траекторию падения смолы. Шершня надо заманить сюда. Так, теперь подготовим смолу. О, Похоже на мед. Еще как. Ну все, готово. Осталось заманить шершня. Я хочу еще мед. Мед. Глупые пчелы. Разбросать мед. Мед. Мед! Внимание! Всем приготовиться! Враг на подходе! Здравствуйте. Где мой мед? Вот, пожалуйста, ваш мед. Свежий сбор. Что это смола такая тяжелая? Лови, мют! Вот. Главное — произвести точные расчеты. Мы спасены! Мед снова наш! Скорее на Сабантуй! Сейчас я вам показать, как меня обижать. Ах ты, злодей мохнатый! Рома! Спасайтесь! Быстрее! Летим отсюда! Уносим крылья! А ну пусти меня, голодное чудовище! Рома, давай руку! Подождите, куда вы? Мы должны им помочь. Ты что? Как мы поможем? Шершень такой здоровый и сильный, а мы такие маленькие. Они же хотели нам помочь. Мы не можем их бросить. Нам жаль. Пчеленок, полетели. Нам надо уходить, пока не поздно. Нет, я остаюсь. Я их не брошу. Как же ты мне надоел!
Мы справимся! Держись, Зулейха! Пчеленок прав. Без нас с ним не справиться. Вместе мы сильнее. Жемчужина. И раз, и раз, и раз! Получилось, получилось! Ромка! Справились! Все вместе. Домовой, уходим отсюда! И все-таки, почему ты вернулся? А как же иначе? Вы нам так помогли. Я не мог вас бросить. Ведь правда? И мы вам за это благодарны. Значит, ты благодарность? Не забывайте нас. Не страшит друзей опасность. Ты за друга смело в бой. Вместе вы большая сила, словно пчел огромный рой. Видала, как я этого злодея? Конечно, конечно. Ох уж эти мальчишки. Опять летал. Туда, потом сюда, потом смола. А говорю же, орел. Тут луна и звезды. Я знаю, мы полетим в космос. Ночь, сны. Может, мы попадем в чей-то сон? Всегда мечтал побывать в космосе. Иди сюда, космонавт. Не будем терять время. Смотри, жемчужины совсем потускнели. Да иду я. Что ты все время командуешь? Ее с собой не заберешь, ее водой не разольешь. И в горести, и в радости она не терпит слабости. Когда получите ответ, в жемчужину ворвется свет. Какое страшное место! Смотри, в пузырях люди. Какой ужас! Что с ними? Они живые? А, кто это? Смотри-ка, новенькие. Как раз к обеду. Идите сюда, детишечки, мы вас не обидим. Если только самую малость. Зулейха, назад, бежим! От нас еще никто не уходил. От наших сонных пузырей тем более. Зулейха, быстрее! Куда еще? Быстрее! Сладких снов, детишечки. Аппетитные детишечки. И сны у них, наверное, вкусные. Сейчас посмотрим. Смотри, смотри! О нет, только не это. Это очень страшная сказка. В ней можно погибнуть
по-настоящему. Ой, Самые вкусные сны, когда человечкам снятся приключения. А пускай им снится один сон на двоих. С дракончиком. С твоим любимым. Где же Ромка? Почему он не выходит на связь? Я должен выполнить задание и справиться с драконом. Но с которым из них? Это не тот. Это не тот. Это тоже не тот. Похоже, вот он. Точно. Сейчас я его разбужу. Не похож мой сон на сон. Просыпайся же, дракон. А теперь поймай меня. Ну давай, догони. Сюда, дракоша, ко мне. Еще чуть-чуть. Опа! Прыжок, кувырок. Кто не спрятался, я не виноват. Зулейха, ловушка. Зулейха, ловушка. Ну, наконец-то! Птичка в клетке. Зулейха, это было так здорово! Мы поймали самого злого дракона. Ромка, ты самый лучший охотник на драконов. Просто мы команда. Вкусный сон. Но что-то они уж очень счастливые. Слишком сладко получается. Так давай разлучим их. Наколдуй что-нибудь грустненькое. Есть мыслишка. Хе-хе-хе. Буга-буга, пусть два друга позабудут друг про друга. Что произошло? Где я? И где Зулейха? Зулейха! Рома! Зулейха! Зулейха, я здесь! Рома, я тебя не вижу! Что это? Что опять происходит? Целый город. Откуда он взялся? Ого! Какой костюмчик! О, великий султан, прими от нас эти дары. Мы тебя так долго ждали. Где я? Как мне отсюда выбраться? Рома! Рома! Ответь! Пожалуйста! Что это? Не может быть! Сколько тут всего! Это же артефакты из затерянного царства! Сокровища великого султана! Это же просто находка века! Лучшие в наших краях сладости, о великий султан! Заморские фрукты, сладкий щербет. Отведайте свежайший рахат лукум. Вкуснятина! Мне одному все это не съесть.
А где Зулейха? Зулейха! Зачем она тебе, о великий султан? У тебя есть мы, у тебя есть все. Тебе не нужна Зулейха? Нет, нужна. Зулейха! 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 Рома? Зулейха! Рома, где ты? Упрямый мальчишка, аж сны горчат. Ну нет, им никогда не встретиться. Зулейха, я Рома, нашел тебя! Ты не поверишь, что я видела. Осторожно, Зулейха, Что держись! происходит? Рома, я тебя не вижу. Зулейха, ты в порядке? Ты меня слышишь? Проклятая стена! Такая высокая, как же отсюда выбраться? Неужели это конец? Выход должен быть. Пора, пора, пора! Домовой? Нам надо спешить, иначе вы навсегда останетесь в снах. Ну-ка, Роман, подкинь меня. Зулейха! Зулейха, держись за меня. Домовой? Как ты вовремя? Зулейха, я здесь! Давай руку! Еще чуть-чуть! Не дотягиваюсь. Фу, старый болван! Они вырываются, держи крепче! Сама такая. Ха! Это все из-за тебя! Нет, из-за тебя. Нет, из-за тебя! Ее с собой не унесешь, ее водой не разольешь. Зулейха, мне кажется, это жемчужина. Это жемчужина. Дружба. Сон развеян, сказка спасена. Но, друзья, пора вам снова в путь. Явь куда опасней сна. Время, что уйдет, нам не вернуть. Уф, успел. Еще одна жемчужина заряжена. Ты мой герой. Классные приключения! Вот бы еще с кем-нибудь сразиться. Осторожно! Поймал, поймал! О ней кристально говорят и безупречную зовут. В ней буквы вашу честь хранят. Ее все сказки мира чтут. Ну, здесь я в ребятах уверен. Я на всякий случай зелье сварю. Мало ли что. Зулейха, держись крепче! Рома! Ты в порядке? Что я наделал? Зря я сегодня прогноз погоды не посмотрел. Все в порядке? А где жемчужина? Понимаешь, тут такое дело. В общем, я стоял и изо всех сил пытался удержать жемчужину. Но тут появилось оно. Что? Морское чудище. И как прыгнет на меня.
Оно такое, с глазами, с зубами. Огромное, здоровое и зеленые. И как давай лодку раскачивать. А я его схватил и выбросил. Молодец! Так, а жемчужина где? Жемчужина? Жемчужина чудище утащила. Ого! Может, наша жемчужина где-то здесь? Надо поискать. Ага, попался! Ты кто? Я твое вранье! Иди сюда, Рома! Вранье? Что это может значить? Не в этот раз. В науке таких случаев не наблюдалось. Рома! Не ожидал от Романа. Вот уж не ожидал. Преврати меня в акулу! В огромную акулу! До Реми и понеслась. Домовой теперь карась. Почему карась-то? Акула не рифмуется. Нет! От меня так просто не избавиться! Теперь я с тобой навсегда! Навсегда! Вранье навсегда! Это мы еще посмотрим. Видимо, не стоило этого делать. Не может быть, это же То самое чудище? оно! Бежим! Держись, Зулейха! Прости, Зулейха. Это все из-за меня. Не было никакого чудища. Я сам потерял жемчужину. Вот значит, о каком вранье была речь. Вон лодка. Это будет тебе полезным уроком. Только жемчужину мы все равно потеряли. Акула! Это же домовой! Как ты вовремя! Смотри, Рома, жемчужина светится! Я понял, это честность. Быть вместе с ней всегда обязан человек.
Сказки соврать совсем нелегко. Теперь это знаешь ты. Ложь никогда, нигде никого не выручит из беды. Ух, получилось. Я же просил акулу. Акулу! Я ж тебе сказала, акула не рифмуется. Хотя акула зевнула, моргнула, уснула. Раз, два, три, четыре. Целых 4 зарядили. Можно и отдохнуть. Да некогда отдыхать. Готов? Если мы не успеем зарядить жемчужины, мир погибнет. Ты что, забыл? Да помню, я помню. Сказку эту много лет веселит один секрет. Но веселье то опасно, время тратится напрасно. Ну что, готово уже? Здесь рецептик непростой, есть обряд тут небольшой. Чтоб туда переместиться, нужно низко поклониться. Да не так! Да не так! Да не так же! Вот тебе и поклонились. Тьфу ты, не то, Мухоморов огород. Опять не то, Мухоморов огород. Да что ж такое, вот тебе и Мухоморов огород. Смотри, это же Кашбабай. Дедушка, у вас что, что-то случилось? Случилось. Эх, снеговики работать не хотят. Подарков не будет. Нового года не будет. А сказка вообще. Эх. А где же ваши помощники? Где снеговики? Как это не будет? Зулейха, за мной. Мы быстро. Лениться не лень, и так будет всегда. Ленись каждый час, каждый день. Безделье прекрасно, а труд ерунда. Встречайте, я матушка лень. Работал ты много, читал и писал, помог маме вымыть посуду. Пришло время отдыха, час настал. Здесь песни, танцы повсюду. И навалилась вдруг хандра, отдыхать тебе пора. Дел в гараже накопилось. Подождет тебя гора. Запомните, дети, поговорку простую: работа не волк, не трать время впустую. Откладывай все и всегда на потом. Танцуй, веселись и гори все огнем. Стойте! Стойте, не огнем, не огнем! Подождите! Давайте еще раз! Эх. Ох. Ух ты! Запомните, дети, поговорку простую: работа не волк, не трать время впустую. Откладывай все и всегда на потом. Танцуй, веселись, и мы такое смогем. Ой, нет, не то. Сейчас. Давай, хорошая моя, к избушечке, пожалуйста. Ой, осторожно, ой, елочка.
Откладывай все дела на потом, и все мы тогда уснем под мостом. Повсюду сегодня работа кипит. Запомните, дети, поговорка гласит: к делу время, потехи час. Лениться не лень, это не для нас. Вот, придумала! Откладывай все дела на потом. Что тут творится? Кто в доме моем? Тихо, тихо, не бойся. Похоже, что это... Подожди, Зулейха, не говори. Кыш-бабай, а что с ленью будет? Выгоним ее! В клетку посадим. На Луну запустим! Ведь она не такая уж и плохая, а? Вон какой праздник вам устроила. Тому, кто славно потрудился, немножко можно полениться. Хорошо. Будешь у нас за праздники отвечать. Ура! Я вам такой праздник устрою! Неделю отдыхать будете! Ой, то есть хорошо отдохнете в этот день. Уже скучаю по Лене. Пошли уже. Трудолюбие. Не зевай и не ленись, лучше славно потрудись, но не время отдыхать, сказку нужно вам спасать. Все же лень штука неплохая, весело с ней. Мне почему-то кажется, что этот урок ты не усвоил. Ну где же она, где? Как-то я с погодкой-то не угадала. Не переживай, это же волшебство. Только в сказку попадаешь, новый облик обретаешь. Зулейха, вот как ты думаешь, почему именно мы нашли эту комнату? В пророчестве сказано, что лишь достойные могут стать наследниками жемчужин. Достойные! Тот народ, что жил в горах, обречен на вечный страх. Коль защитника найдете, свет жемчужине вернете. Я, кажется, где-то видела это место. Наверное, в своих книжках. Рома, смотри, здесь только одна дорога. Ну и отлично. Не надо гадать, куда идти. Не растягиваемся! Нам нельзя разделяться! Это опасно! Откуда вы идете? Из птичьего города. Мы жили в нем всю жизнь, но наш защитник пропал, и теперь мы вынуждены уйти, ведь злые ярканаты вот-вот нападут на город, и вы лучше уходите. Значит, нам точно туда. Что это за злые ярканаты? Что-то вроде летучих мышей. Ярканаты — это страшные существа. Преврати меня во что-нибудь очень быстрое, сильное и опасное. Им одним не справиться, надо догнать и вернуть птиц. Ага. Зулейха, смотри, какие картинки. Это фрески. В древности на них изображали самые важные события. Художники рисовали прямо на штукатурке. И что же тут за важное событие? И кто вот это вот с крыльями? Кажется, я понимаю, что это за место. Это царство Симурга. А кто он такой, этот Симург? Симург – царь и защитник всех птиц.
Он живет 700 лет. По легенде, когда у него появляется сын, старый Симург улетает жить на солнце. Ну и где же теперь этот царь и защитник? Видимо, пропал. Птицы ведь говорили о нем, о своем защитнике. О, Зулейха, смотри, водичка. Тут чьи-то следы. Следы ведут в пещеру. Пошли посмотрим. Наверное, тут и золото есть. Здесь может быть опасно. А вот и сама опасность. Это же он, Симург. Нашли. Вот тебе и смелый защитник. Чё-то он маленький какой-то. Выходи, твоему народу нужна помощь. Я маленький и слабенький, и никакой я не защитник. Я люблю играть. Я хожу только до колодца воды напиться. Теперь понятно, почему птицы отсюда ушли. Придется самим защищать город. Тогда нам нужно оружие. О, вот это подойдет. Сейчас мы им крылышки подпалим. Как бы нам самим не пришлось горячо. Сделай меня быстрым, и я догоню птиц. Заклинание корги, лягушачьих 3 ноги. До, ре, ми, пусть домовой будет быстрый, заводной. Ну что, в кого я превратился? Ну, не очень быстрый, но нормально. Ярканаты уже здесь. Надо поторопиться и найти птиц. Скорее, скорее, скорее! Эх, старость не радость. Жители птичьего города, остановитесь! Возвращайтесь в город. К вам пришли новые защитники, и им нужна помощь. Пикируем на цель! А ну, убирайтесь отсюда! А это что еще за детишки? Схватить их и бросить в пропасть! Мы вас не боимся, крылатые злодеи! А куда они ушли? Они же забыли жемчужину. Маленький Симург! Вот и ты попался! Беги, беги, поджав хвост, маленький трус! И не попадайся нам на глаза! Они такие большие и страшные. А это кто? Такой сильный и смелый, так похож на меня. Это же мой отец. Так значит, я и вправду защитник. Я Симург, я сильный, я смогу. Я сильный и смелый, сильный и смелый. Ты опять прибежал? Я вас не боюсь.
вами! Мы гордимся тобой. Симург, ты молодец! Шире шаг! Не отставай! А теперь подхватите меня! Ехей! За птичий город! Подкрепление прибыло! Это вы вовремя! Все равно вы нас не победите и не прогоните! Уходите! Это наш дом, и я никого не дам в обиду! Улетайте! Да-да, давайте отсюда по добру, по здорову! А ну-ка ишь отсюда! И не возвращайтесь! Ура! Город снова наш! Вот она, ваша жемчужина! Она засветилась, когда я решил вам помочь. Ты победил свой страх. Ты очень храбрый, хоть пока и маленький. Значит, эта жемчужина... Храбрость! Нет преград для тех, кто смел. Сильный духом победит. Есть еще одна загадка, а песок в часах спешит. Ой-ой-ой! А что-нибудь побыстрее! Нельзя было наколдовать. Да ведь и так хорошо получилось! Осталась последняя жемчужина. Обычно напоследок остается самое интересное. Кто сможет ей открыться, увидит истинные лица. А здесь ничего так, симпатично. Только вот куда нам идти? Ну, пошли туда. Мы отлично справляемся. Осталась последняя жемчужина. Готово? Давай, давай уже. Эх, я ж забыла крапивный джем положить. По-моему, эта жемчужина какая-то тяжелая. Я уже устал ее тащить. Рома, аккуратнее. Ой. Наша жемчужина! Скорей за ним! Почему все время приходится за ними бегать? Нечего было оставлять жемчужину. Да ладно тебе! Я же не знал, что тут пеньки бегающие. Мы же в сказке. Забыл? Здесь что угодно может случиться. Сама бы и несла, а то только умничаешь все время. Зазнайка. Что происходит? Почему они так быстро растут? Осторожно! Берегись, Ромка! Чё ты толкаешься? Я же как лучше хотела.
Что с тобой, Ромка? Да хватит меня толкать! Ах так? Тогда я ухожу. Одна. Уже готово? А теперь готово? Дети поссорились, поспешать надо. Фу, да что ж такое? Надо бы рецепт прочитать. А что, до этого ты его не читала? Колючка! Как же с ней справиться? Как вернуть жемчужину? Еще не поздно все исправить. Ты кто? Я всемогущий мудрый водопад. Я все знаю. Ну, раз ты такой всемогущий, сделай меня сильным и страшным, чтобы эта колючка испугалась и вернула мне жемчужину. Тогда, может, и Зулейха меня простит. Ныряй в озеро и превратишься в кого хочешь. В страшного и сильного, в страшного и сильного. Но учти, если ты будешь страшным и сильным для колючего плюща, то будешь таким же страшным и сильным для всех вокруг. Какие же мы все-таки глупые. Ой! Здравствуйте. Здравствуйте. Я Полина, фея этого леса. Фея? А я Зулейха. Обычная девочка. Обычная? Ты что забыла? Ведь ты наследница 7 жемчужин. Какая же я наследница без жемчужины? Так верни ее. Неужели ты позволишь, чтобы из-за такого пустяка погибли твои друзья? Но я уже потеряла своего лучшего друга. Найди Романа, верните жемчужину и, главное, отгадайте загадку. Время на исходе, комната скоро исчезнет и мир погибнет. Это из-за меня ребята в сказки попали. Я был на том собрании волшебных существ много-много лет назад. Мы создали 7 жемчужин. Роман и Зулейха достойны быть наследниками, поэтому я все подстроил и привел их к комнате. Теперь детям угрожает опасность. Я хотел спасти мир от беды, но подвел Романа и Зулейху. Есть одно секретное заклинание, но... Читай, читай! Муха черная летит, таракан в шкафу пищит. Открывайся же портал, чтоб мир затрепетал. Запоет беззубый сом. Лейся, дождь, и бейся, гром. Ну, держись, колючка. А старик-водопад не обманул. Теперь осталось найти Зулейху. Где же мне теперь искать Ромку? Помогите! Кто-нибудь! Рома! Кто это? Откуда у него жемчужина? Зулейха, вспомни загадку. Кто сможет ей открыться, увидит истинные лица.
Загадка. Это мудрость. Мудрость помогает нам увидеть истинные лица. Рома? Прости меня. И ты меня прости. Я разгадала загадку. Это мудрость. У них получилось. Они прошли самое важное испытание. И обрели настоящие сокровища. Вы разгадали все загадки, зарядили жемчужины, и светы вам нести в мир людей. Добро побеждает зло, жемчужины вновь сияют. Пусть людям несут свой свет, жить всем на земле помогают. Вы сами нашли ответ и новых друзей повстречали. Пусть в каждом горит тот свет, что сказки нам даровали. Дай руку верному другу, в мудрых сказках ищи ответ. Да, редкий отдали предки, заключив в жемчужинах свет. Нам с вами хранить веками наш светлый общий дом. Дай руку верному другу, и мы вместе в будущее шагнем. В будущее шагнем. Домовой? Им что, уже не нужна наша помощь? Ура, у вас получилось! Получилось! Вы зарядили жемчужины, вы вдохнули в них жизнь еще на 365 лет. Теперь они будут светить еще 365 лет.